Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Где зима жестче и длиннее, жителям Крайнего Севера расширили возможности досрочного выхода на пенсию. Знаменательная выставка. В Якутске открылся музей истории города. Самооборона без оружия. В столице республики прошли всероссийские соревнования по боевому самбо. Жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей теперь могут выйти на пенсию на 5 лет раньше общего пенсионного возраста. Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых сотрудники проходили обучение, учтут при досрочном назначении страховой пенсии по старости. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Также северянам продолжат назначать повышенную пенсию в упрощенном порядке. Напомним, что в некоторых случаях граждане могут получить прибавку к пенсии. Например, при наличии на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов, обучающихся на дневном отделении. В таких случаях можно получить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. Продолжается досрочное голосование на выборах в Государственную Думу в труднодоступных местностях Якутии. Члены участковых избирательных комиссий добираются до некоторых избирательных участков на вертолетах и далее на вездеходах, чтобы живущие там люди смогли отдать свои голоса. Так, специалисты фабричной участковой избирательной комиссии добираются в труднодоступные хаирские стада, чтобы собрать голоса тех избирателей. При этом все санитарные нормы на участках строго соблюдаются. Отопление в Нерюнгри дадут уже завтра. В связи с нестабильной температурой наружного воздуха для обеспечения требований, установленных температурному режиму в жилых помещениях и объектах социального назначения, Нерюнгринская районная администрация постановила предприятиям приступить к запуску тепла с 13 сентября. Подробнее об этом в следующем материале. Запуск тепла коснется всех предприятий, независимо от форм собственности, имеющим на балансе котельные и другие источники теплоснабжения. По объектам производственного назначения, торговли, гаражно-строительным кооперативам, имеющим задолженность по оплате за тепловую энергию, приступят к запуску тепла после ее погашения. Постановлением районной администрации рекомендовано главам поселений, которые имеют децентрализованные источники теплоснабжения, своими нормативными актами, принять решение о запуске одновременно с постановлением районной администрации, с датой, которая определена постановлением. Как только будет подан теплоноситель во внутриквартальные сети, управление городского хозяйства будет контролировать работу управляющих компаний и ТЦЖ по своевременному запуску тепла в многоквартирные дома. На сегодняшний день уже можно твердо сказать, что город готов к запуску тепла. Все 331 дом в городе, который у нас существует, и каменные застройки, и деревянные застройки, все они получили паспорта готовности, акты готовности к прохождению осенне-зимнего периода. Проведена большая работа, ремонтная. Мы, в принципе, все завершили. В течение отопительного сезона будет осуществляться постоянный контроль соблюдения Нерюнгринской ГРЭС, Чульманской ТЭЦ, поселковыми котельными согласованного режима теплоснабжения, а также контроль за работой внутридомовых систем отопления жилфонда, объектов бюджетной сферы. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сегодня в мэрии Якутска прошло торжественное собрание, посвященное 389-летию со дня основания столицы республики. В рамках мероприятия мэр города Евгений Григорьев, а также представители городской думы и республиканского собрания Ил-Тумен вручили награды и почетные грамоты работникам окружной администрации, почетным членам города Якутска, а также общественным деятелям. Также в столице республики состоялось открытие музея истории Якутска. Выставка расположена в старом городе на улице Амосова. Подробнее расскажет Саргылана Неустроева. Саргылана, приветствую. Какие экспонаты ждут посетителей музея? Приветствую, Надежда. По словам основательницы музея Екатерины Строговой, открытие музея ждали почти 3 года. Все это время фонд коллекции пополнялся и активно выставлялся в таких музеях, как «Россия. Моя история», музей имени Ярославского, а также в библиотеках.
Ну, за все это время экспозицию успела посетить более 14,5 тысяч человек. И вот, наконец, спустя 3 года музей наконец-то обзавелся собственным домом. Открытие прошло в торжественной обстановке. В ходе мероприятия администрация города Якутска вручила музею сертификат на 100 тысяч рублей для пополнения коллекции. Кроме того, был объявлен ход акции дарения «Внеси себя в историю Якутска». И открыл ее Дмитрий Варенов, который вручил музею печные дверцы. Ну, а рядом сейчас со мной находится Екатерина Строгова, основательница музея. Она подробнее нам расскажет не только об этих дверцах, но и обо всей истории музея. Екатерина, здравствуйте. Ну, во-первых, я вас поздравляю наконец-то с открытием. Спустя столько времени у вас наконец-то появился свой дом, свое постоянное место. Ну и, во-первых, расскажите, пожалуйста, об этих дверцах. Какой печки и откуда они были выдраны? Вот. Эти печные дверцы – это замечательный подарок для нашего музея. Я думаю, многие знают, что первое каменное здание в нашем городе появилось в 1707 году. И это было управленческое здание, это здание воеводской канцелярии. Это здание достояло до 1990 года, когда было, к сожалению, большому снесено, несмотря на активную деятельность общественности. Здание без серьезного ремонта простояло на вечной мерзлоте 300 лет. Это уникальный случай, и поэтому проводивший единственный в здании ремонтные работы архитектор Климент Адамович Лишевич, он очень внимательно изучал конструкцию этого здания. И в ходе этого ремонта старые голландские печи, отапливавшие воеводскую канцелярию, они были разобраны, и вместо них были построены печи более современной по тем временам конструкции, 2 унтермарковские печи и одна привычная нам сейчас русская печь с плитой. И вот эти вот дверцы, они как раз от тех печей, которые были построены в здании во время ремонта, который осуществлял Климент Адамович Лишевич. Печи эти производства Каслинского чугунолитейного завода знаменитого. Это такое массовое производство, то есть уникальными они не являются, но для нас они ценны именно тем, что они были причастны к такому замечательному историческому памятнику нашего города. Есть ли у вас какой-то... Я знаю, что вы все эти годы копили, да, у вас обширная коллекция. А есть какой-нибудь венец, самое ценное, что может увидеть посетитель этого музея? Ну, всегда людей привлекают вещи древние. Да? Чем древнее, тем людям интереснее. И поэтому, конечно, самое ценное – это имеющаяся в музее археологическая коллекция, которая была получена во время раскопок на бульваре Учителя. Вот часть этой коллекции мы выставили сегодня, а остальное у нас, конечно, хранится в фондах, оно нуждается еще в обработке, в изучении, кое-что в реставрации. Поэтому мы пока выставили только очень-очень небольшую часть этой коллекции сегодня. Если хотите, мы можем пойти посмотреть. Вот здесь мы отобрали для сегодняшней выставки, которая рассказывает о жизни Якутска за 300 лет его существования, мы отобрали те вещи, которые были свидетелями самого раннего этапа, самого первого, 17 века преимущественно. Это русская посуда керамическая вот здесь наверху. Это посуда, керамика русского производства, керамика, сделанная в гончарном круге, горшок для каши. Вот моя была мечта, я мечтала найти керамическую сковородку. Вот она не попадает. И я ее нашла. Вот на второй полочке это у нас якутская керамика, такая вот красивая, с традиционным орнаментом и традиционная мутовка. Вот если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что за прошедшие почти 400 лет конструкция этого предмета никак не изменилась.
Здесь у нас тоже представлены различные предметы. Это фрагмент, опять же, русского гончарного горшка, фрагмент деревянной ложки и берестяные изделия традиционные, вот такие грузила для сети. Они распространены широко по всему русскому северу и Сибири. И внизу у нас обувь, предметы обуви. Вот такие примитивные обувки называются на русском севере улиди. Были распространены очень широко, имели огромное время бытования, использовались с незапамятных времен вплоть до 50-х годов 20 века. В такой обуви в основном русские первопроходцы, которые были выходцами из крестьян и мещан русского севера, покоряли бескрайние просторы Сибири и Дальнего Востока. Ну, я думаю, на этом мы остановимся, да, пусть это будет такой небольшой затравочкой для всех тех, кто посетит этот музей в будущем. Ну, к этому я знаю, что вы официально, то есть в штатном режиме откроете свои двери завтра, да, или когда? С завтрашнего дня у нас музей работает уже в штатном режиме, и мы ждем наших горожан, которые, я знаю, очень-очень любят историю своего города. Мы ждем всех, приглашаем на экскурсию. Спасибо. Ну а мы поздравляем горожан не только с Днем города, но и с открытием музея. Всех зовем, приходите, просвещайтесь. А к этому часу у меня все. Надежда. Благодарю Саргылана. Возможно, этот музей истории позволит узнать о нашем городе гораздо больше, чем мы знали до этого. Напомню, с нами на связи была наш корреспондент Саргылана Неустроева. К другим темам. По оперативной сводке Министерства сельского хозяйства Якутии в республике заготовлено 78% сена от намеченного плана. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров. Также заготовлено 57% силоса и 41% сенажа. План по заготовке сена на 100% выполнили Вилюйский и Кобяйский районы. Наибольшее отставание от плана наблюдается в Тампонском и Усть-Алданском районах. Михаил Никифоров отметил, что заключены предварительные договоры намерений о приобретении сена из Амурской и Магаданской областей и Забайкальского края. В Ленске урожай картофеля, овощей и сена в этом году несколько ниже показателей прошлого. Если сенокос уже на завершающей стадии, то с уборкой сельхозкультур все только впереди. Хватит ли ленчанам запасов на зиму и какие приспособления для сельхозработ придумывают изобретательные ленчане, узнавала Анна Кожевникова. Эта осень, как плаксивая дама, стучит в окна ленчанам с затяжными дождями, а холод пробирает до костей. Копать картофель в такую погоду не очень приятно, но не все успели убрать огороды в теплые дни. Да и многие ждали солнца, чтобы корнеплоды еще налились. В этом году урожай картофеля немного хуже, чем в прошлом. Причиной тому неблагоприятные погодные условия. Половина лета стояла засушливым и жарким, половина задымленным из-за пожаров. Ни солнце, ни дождь не могли пробиться сквозь клубы дыма. С этого огорода обычно выходит по 15 кулей картофеля. Будем надеяться, что и в этом году урожай будет не меньше. Немного лучше урожай на частных плантациях, где хозяева в течение лета поливали картофель. Он вырос отборным. Анатолий Иванович Голяпин – опытный овощевод. В этом году для упрощения процесса уборки картофеля он придумал лайфхак. Да чтобы вилы не поднимать, так как они тяжелые. Раз, и больше усилий. Если на частных подворьях картофель уже практически выкопали, то фермеры Ленского района только приступают к уборке своих плантаций. Показатели пока немного ниже прошлогодних – 77 центнеров на гектар, тогда как в прошлом году они составляли 103 центнера на гектар. Если считать позапрошлый год, у нас был план 7777, мы собрали около 8000 тонн. В прошлом году у нас уже чуть меньше получилось, 7500 тонн при плане 8. И в этом году у нас уже план меньше по Минсельхозу, 7150.
Но пока делать какие-то выводы рано. Овощей убрано всего 3 гектара. Но еще все впереди. Ленский район входит в десятку лучших по обеспечению сельхозпродукции. Что касается сена, план на этот год 6299 тонн. Выполнен на 78%. Но для корма того скота, который имеется у фермеров, необходимо 5000 тонн на зимовку. Поэтому трудностей возникнуть не должно. Но еще и не все закончили сенокос. Из 11 наслегов только 2 на Торинский и Ярославский. Остальные ждут бабьего лета. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. А садовод из Якутска Никифор Иванов рассказал о том, что выращивает у себя на участке карликовый морозостойкий сорт яблок, плоды которых не превышают сантиметра в диаметре. Но при этом на вкус ничем не отличаются от садовых. Смотрите в следующем материале. Жители Якутска, сибирского города, построенного в зоне вечной мерзлоты, выращивают карликовый морозостойкий сорт яблок, выведенный местными селекционерами еще в советское время. Как рассказал Никифор Иванов, саженец привезли его родители, когда он был еще ребенком. Родители поехали в Покровск к родственнику и попросили у него саженец этой морозостойкой карликовой яблоньки, которая, видимо, была привита на дичок и стала морозостойкой. То есть она спокойно зимует у нас в минус 60. Минус 60 спокойно переносит. Правда, плоды уникального дерева не превышают размером 1 сантиметра, но при этом по вкусу ничем не отличаются от обычных яблок. Хрустит как яблоко и вкус как яблоко. Немножко кисленькое пока. Вот так вот. Садовод отмечает, что растущие на участке деревца служат скорее для украшения, ну и для того, чтобы удивить соседей. Нет, мы никогда не собирали все полностью, потому что это очень, скажем, трудоемкое и кропотливое занятие. Просто там горсточку собрал, поел, угостил кого-нибудь, удивил кого-нибудь. Все. Никифор рассказал, что раньше пробовал делать из этих яблок варенье, но затем перестал, поскольку в сиропе они сильно засахариваются и становятся твердыми. Сегодня в Якутске проходят всероссийские соревнования по боевому самбо памяти Героя России Александра Рыжикова. В состязаниях приняли участие спортсмены весовых категорий от 58 до 98 килограмм. Кроме того, побороться за медаль приехали спортсмены из Хабаровского края и Республики Бурятия. Всего на соревнованиях было заявлено 54 участника. Между тем, как подчеркивают представители Федерации самбо Якутии, главной целью турнира – это популяризация данного вида спорта, здорового образа жизни и военно-патриотическое воспитание. При этом соревнования проводятся ежегодно. Однако в связи со сложной эпидситуацией организацию турнира пришлось приостановить на 2 года. У нас есть ребята, которые в составе сборной. Это Тыргалов Валера, это представитель Сакуры Гаврил. Есть тоже такой хороший парень, тоже здорово. У нас есть ребята с Росгвардии. 2 человека хороших, таких тоже они по Росгвардии хорошо выступили на Дальнем Востоке. У нас есть с клуба «Белый медведь», что ли, там, да, тоже ребят. Но у нас есть ребят, на кого мы ставки делаем, которые готовы показать хороший результат. А в Минске завершился турнир по вольной борьбе, который принес якутянам немало побед. Так, Раян Тютрин завоевал золото для Беларуси на международном турнире Гран-при Александр Медведь. Он выступал в весе до 57 килограммов. Еще одну награду завоевал якутянин Максим Толмачев, представлявший Красноярск в весовой категории до 97 килограмм, и получил серебряную награду. В весе до 65 килограмм бронза также у якутянина Нюргуна Скрябина, выступавшего под белорусским флагом. Напомним, юбилейный международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы Александра Медведя проходил в Минске с 9 по 12 сентября. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.